Добрый день, дорогие зрители! В эфире программа «Время для себя. Пространство», где мы поговорим о самореализации, вдохновении, поиске гармонии в жизни. Сегодня у нас в гостях человек, который своим примером доказывает. Неважно, где ты родился, главное идти к своей мечте. Наша гостья Нина Брага, родом из гагаузского села Казаклия, смогла построить свой путь в мире цифрового контента, завоевать аудитории и вдохновлять тысячу людей. Как прошло детство в обычном селе у Нины, как это повлияло на ее мировоззрение, какие вызовы ей пришлось преодолеть и что ее мотивирует продолжать делиться своим видением с миром. Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Я приветствую вас, Нина, в нашей студии. Добро пожаловать на родину, добро пожаловать в нашу программу. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы меня позвали на интервью. Это мое первое интервью. Я немного волнуюсь, но это волнение уже проходит. Я уверена, что у нас пройдет очень легко и непринужденно наша беседа, поэтому будет очень интересно, потому что у нас подготовлены интересные вопросы, и от вас ждем, конечно, интересных ответов. Наверное, для начала хочется задать вопрос, и интересует каждого из наших зрителей, как прошло ваше детство. Да, я уже сказала, что вы родились в селе Казаклия, так получилось, что вы сегодня проживаете в Москве, имеете 100 тысяч подписчиков, завоевать внимание и уважение такого большого количества людей не так уж просто, тем более на российском рынке, да, блогерства. Поэтому как вам удалось? Об этом поговорим чуть попозже. Сейчас про детство, как прошло ваше детство и как вы дошли до того, что в таком юном возрасте вы оказались в Москве один на один, в таком большом мире и уже достигли таких результатов. Могу начать? Да. Я в целом с самого детства была открытым ребенком, я была папиной дочкой, как говорится, те, кого папы очень сильно любят, особенно дочек, они прям вырастают такими открытыми к миру, поэтому я прям с самого детства была именно таким ребенком. Я очень любила танцевать, очень любила к себе внимание, я выступала на сцене, ходила не только на танцы, но и на вокал немножечко, мы пели. Я и немного боялась сцены, но я очень любила, когда на меня смотрят. И так получилось, что с самого детства, получается, я очень хотела переехать в целом, потому что село как-то всегда очень тянет тебя в город. И мне мама предложила, почему бы не переехать, получается, в Приднестровье, там жила моя тетя, чтобы я там закончила школу, потому что дальше можно легко поступить в университет и окончить его. Получается, я переехала туда, закончила школу, это новый город, это что-то интересное, тут хотя бы много всего того, что в целом можно показывать. Я очень любила смотреть блогеров, у нас появился когда первый компьютер, я прям с такими горящими глазами на них смотрела, не понимала, как они так снимают, почему их так все любят. Мне хотелось так же, но всегда понимала, что я живу в селе, здесь, наверное, нет ресурсов, нет ничего такого, что показать, у меня еще не такой телефон, все вокруг не то, ремонт не тот. Я каждый раз это откладывала, плюс очень сильно боялась чужого мнения, потому что здесь люди очень боятся критики, и я тоже была таким немножечко закомплексованным ребенком, у меня были прыщи, что скажут соседи? Да, конечно, всегда как-то. Я просто была еще ребенком, у которого были ужасные высыпания на лице, я очень сильно старалась себя закрывать, то есть я с одной стороны хотела себя закрыть, с другой стороны хотела показать. И со всем этим я как-то постоянно откладывала, да и как-то блогеров же много, наверное, но все равно всегда меня тянуло в это. И так получилось, что я отучилась на экономиста-бухгалтера, я поступила туда, потому что, мне предложила мама, она у меня тоже бухгалтер, у нее стаж уже 30 лет, я как-то прям сама не была готова принимать решение, куда мне пойти. В целом я математику неплохо знала, я училась всегда отлично, поэтому я была не против пойти. Я отучилась, в целом учеба мне нравилась, но я понимала, что для меня это слишком скучно, я все-таки человек более творческий. В момент, когда вы выбирали профессию, когда вы решали, кем быть в этом мире, были ли у вас какие-то свои мечты, да? Почему вы пошли все-таки, приняли решение мамы или ее предложение, да? И не смогли настоять, допустим, на чем-то своем, или вы тогда еще не могли определиться? На самом деле я четко была уверена, что я пойду дальше, 10 и 11 класс,
раз. То есть я жила вот с вот этой вот мыслью, что дальше у меня еще есть 2 года, я точно подумаю. То есть я еще понимала, что я как бы ребенок, и я не могу определиться, кем я хочу быть в жизни. Я человек творческий, но здесь, например, нет какого-то актерского или чего-то такого, где можно было проявить свои какие-то творческие способности. Вот, поэтому я понимала, что я так, еще у меня 2 годика есть, а тут мама говорит, как будто бы нужно в колледж поступать, и она меня немного торопила, и как-то в какой-то момент она мне предложила, я говорю, в целом можно, и я пошла. Я любила учебу всегда, я любила учиться, у меня всегда тоже глаза, горели, я всегда любила что-то новое изучать, но понимала потом, что как будто бы я не хочу этому посвятить свою жизнь. Когда уже закончили обучение, и когда начали работать, или еще во время обучения вы поняли, что... Во время обучения. Во-первых, у нас еще удаленка была, то есть я первый год отлично училась, все супер, все круто, а дальше мы пошли все на удаленку, и у меня полностью, пропал интерес ко всем предметам. Плюс я понимала, что я не хочу всю жизнь просто просидеть, получается, на работе, потому что, опять же, я видела, как работает моя мама, она постоянно за компьютером, бумажки, она еще лучше домой это постоянно до того, как поступили, да? Вот, но я ей предлагала, кстати, я говорила, я хочу поменять специальность, она говорит, у тебя уже годик остался, уже закончи. И я закончила, получается. И потом, что произошло? Как вас занесло в Москву-то? Как меня занесло? Там вообще история интересная. Я решила, так как я человек творческий, попробовать себя делать маникюр, в общем. Мастером маникюра я в Приднестровье там 1.5 месяца попробовала. Тоже сидячее положение, я поняла, что это не мое, мне это не нравится, и из этого всего мне больше нравилось фотографировать ногти и выкладывать красиво, их оформлять в Инстаграм. Итог. Да, это мое было самое любимое. Я думала, что мне делать, то есть я учебу закончила, возвращаться обратно в Гагаузию, в село, как-то мне не хочется. И работы особо нет. Да, работы нет, то есть ты придешь домой, и, возможно, ты просто будешь делать домашнюю работу, либо будешь ходить там на фабрику, у нас в селе есть фабрика, обычно многие возвращаются и там просто работают. А я не хотела, я хотела куда-то, хотела открываться миру, хотела показывать себя. И так получилось, что у меня была девочка знакомая, она знала всю ситуацию, знала, что я не знаю, что мне просто сейчас делать, потому что маникюр, это все, это не мое, и типа специальности я не хочу. Я, кстати, здесь в Камрате еще успела перед отъездом пойти на стажировку в пиццерию. Мы уже сняли с подружкой квартиру тут, но в какой-то момент я все поменяла и решила попробовать в ногтях себя, и мне это не понравилось. И мне подружка сказала, что приезжай в Москву. Я думаю, я в Москву? Мало того, я в 15 лет от родителей переехала, это уже было что-то, но тут меня в Москву, в такой большой город, это вообще другая страна. Она говорит, да, давай приезжай, я тут узнаю, есть одно место, я там когда-то работала, попробуешь приехать туда. Я говорю, ты узнай, и я попробую. Она мне перезванивает и говорит, Нин, ты едешь в Москву, все. Я на следующее утро собираю одежду, с Приднестровья еду домой, приезжаю в Гагаузию, говорю родителям, я еду в Москву через несколько дней, беру тогда у своего родственника с Москвы денег в долг, потому что я у родителей уже я не брала ничего, я сказала ему, что с первой зарплаты я все отдам, конечно же, и я уезжаю. Как отреагировали родители, особенно мама? В целом, мама, конечно, была удивлена, как, куда, зачем. Я ей просто сказала, что, они мне доверяли. Я ребенок 3 в семье, у меня там брат и сестра, они меня старше на 13-14 лет. И если их держали строго, мне просто сказали, Нин, живи. То есть они как-то поняли, что, так как я уже от них прям хорошо сепаратировалась 15 лет, то потом они уже как-то, они доверяли, они понимали, что у меня есть понимание, что можно, что нельзя, что я уже вроде бы ребенок взрослый и могу принимать решения. Поэтому, хотя я еще успела, кстати, приехать домой, я 2 раза сходила на кукурузу, а после этого я уехала. То есть так подготовилась основательно. Конечно, вообще основательно. Москва, мегаполис, да, огромный город, который очень часто засасывает, особенно молодых девочек, да, очень часто молодые девочки не могут себя найти в этом городе, очень сложно адаптироваться в городах, где очень большая конкуренция везде, да, в любой области. Конечно. Как вам удалось выдержать первые эти давления, да, потому что, во-первых, культурный шок, это всегда, да, новый город, новые какие-то люди, все равно у них свои обычаи, свое какое-то видение этого мира. Как вам удалось пройти этот нелегкий, мне кажется, первый путь в Москве?
Ну, сказать, что я прям изначально, как приехала в Москву, поняла, какая именно Москва, нет. То есть я приехала, и так получилось, что я сразу начала работать. Я работала официантом посудомойщиков в доме у богатых людей. Вот. И я, получается, была, можно сказать, как в замке, в таком закрытом, потому что я как была... в фильмах. Да, это реально было как в фильмах. Это девочка, которая приехала из провинции, попала в такую среду. Правда, я всегда в детстве смотрела какие-то фильмы, где вот такое вот происходило, я всегда удивлялась. А тут я, да, в это попала, и у меня вот так вот все, ну, то есть, имея то, что было, когда закончилась и сейчас... эта эйфория? В какой момент уже перестала вот так штормить, да? Наверное... Вдохновлять вот это все. Ну, то есть я 1,5 года я проработала там. Я понимала, что я девочка, у которой, ну, я юная, я теряю свою молодость, я, получается, мою посуду, да, я мою посуду, я нахожусь в Москве, в России, в городе, не знаю, возможностей, где но можно... Москву не видишь. Да, а Москву не вижу, там раз в неделю, и то, может быть, вообще без выходных. И я понимала, что как будто бы вот, ну, все равно мне хочется, почему бы не начать? А начать параллельно вести, как бы, блог, то есть я всегда хотела и хотела, потом такая думаю, то есть даже тогда я пыталась как будто бы найти оправдание, хотя по факту было бы тяжело совмещать, потому что снимать там нельзя, я никак не могу, там ночью максимум себя показать как-то что-то, но опять же надо было решиться. И вот в какой-то момент, когда на меня очень сильно давил, там мой коллега прям очень сильно давил, то есть не люди, на которых я работала, а просто мой коллега. Он на меня давил, и мне очень сильно не нравилось, мне было максимально некомфортно, и даже потом, когда я уходила с найма, я его поблагодарила, сказала ему, что спасибо большое, что сделали все, чтобы я захотела отсюда уйти, потому что теперь я ухожу в свое плавание. Вот, он очень сильно на меня давил, я понимала, что это, ну, вот я не хочу здесь находиться, мне некомфортно, может быть иначе, у других людей получается, почему у меня не получится, то есть я правда человек творческий, я это понимала. Ну, вот. полтора года вы проработали в найме, да, то есть с одной стороны вы выполняли какую-то функцию, с другой стороны вас обеспечивали жильем, питанием, я так понимаю, да, то есть и вот здесь, конечно, у вас голова не болела, как прожить, где спать, да, и что есть. Да, 1,5 года прошли, конечно. Вы ушли в свободное плавание, и тут начинается взрослая жизнь. Да. Как тогда вы увидели Москву, уже будучи во взрослой жизни? Ну, мне кажется, я прям до сих пор как будто бы не до конца поняла саму Москву, потому что я, хоть и живу в Москве, но у меня такой свой маленький мир. То есть я как-то, я не знаю прям всех каких-то... Вы не та тусовщица, да? Вы по клубам вообще... ночным Нет, я прям вот, питаетесь. я вообще человек такой, я люблю дома посидеть, у меня своя какая-то атмосфера, я люблю вот, ну, то есть прям вот суетная Москва, это для меня, ну, чуть-чуть не то. То есть я как-то вот, я чуть-чуть подальше от всего этого. Ну, правда, я когда ушла с найма, ну, я себе поднакопила там денежек, потому что понимала, что мне нужна будет подушка безопасности. Просто так, наверное, неразумно терять работу готовую, уходить непонятно куда и не понимать, что тебя ждет. Я поднакопила, понимала, что теперь у меня точно есть возможность уйти, хотя я уже параллельно там начала какие-то шажки делать, чтобы, ну, людей, свою аудиторию, своих каких-то подписчиков, которые уже были на тот момент, их готовить к тому, что вот теперь вы будете меня видеть с горящей головой, что вот теперь я буду вот рассказывать, не просто какие-то фотографии красивые добавлять. Вот я начала, увидела, что людям, правда, я интересна, и это меня еще больше стало вдохновлять. Я параллельно вела, уже понимала, что вот-вот я уйду, деньги начала активно копить, да и в целом тратить особо некуда было, потому что за один выходной ты это не потратишь, вот. И все, потом просто я сказала, что я ухожу, сняла себе квартиру, очень красивую, инстаграмную, о которой всегда прям мечтала, чтобы идеальный свет, идеальные стены, там посуда, все-все-все. Я сняла, получается, и ушла вот в свободное плавание. Был ли страх вот в момент, когда вы ушли, что вот, а вдруг не получится, а вдруг Нет. мне придется вернуться, а вдруг? Нет, вот таких честно, сомнений не было. такого страха не было. Единственное, мне родители сказали, что мне родители, конечно, с установками, где нужно, в смысле, как ты потеряешь работу, куда, какое блогерство, Нина, это ты что? самый большой страх для людей, которые живут в селе, да, без конечно, работы. у меня родители очень сильно переживали, я им сказала, вы не волнуйтесь, я там очень хорошо поработала, и даже когда я уходила, работодатель сказал, что Нина, мы вас всегда ждем, то есть, но я понимала, что я не вернусь туда точно, то есть я знала, что у меня получится, у меня была такая сильная уверенность, плюс
У меня была поддержка, я до этого купила курс, пока я была там, и в этом курсе сказать, что прям знаний каких-то было, нет. Там больше мне помогло окружение, которые так же, как я, стремились, хотели, мечтали. И вот эту уверенность да, вы там и мы получили. друг друга прям поддерживали, и было понимание того, что ты не один. А когда вот как раз-таки я в найме работала, там взрослые женщины, им там по 50-60 лет, кому-то 30, и они не планируют уходить, они не знают даже как иначе, и вот с ними в окружении было тяжело. А тут я как-то параллельно попала в это, и все. Я понимала, что я смогу, то есть прям я понимала, что смогу. Хотелось бы задать такой вопрос. Чувствовали вы в себе вот этот гоголский стержень, который, возможно, вам тоже помог? Или все-таки это просто ваш вот такой вот характер? Ну, не знаю, наверное, и то, и это. Как-то у нас, например, в семье я привыкла так, что вот мы должны, вот мы всегда что-то делаем, мы делаем, и мы получаем. Я понимала, ну как-то я с детства ничего не падает с неба. Да, вот у меня вот это вот всегда проявляется. Но на самом деле всегда. Ничего не падает с неба. Ну это правда. Нет, все-таки есть люди, которым везет, но у меня я понимаю, что всегда все через трудности. И я всегда понимаю, что если я сейчас потружусь, я по-любому сделаю. А я прям поставила себе такое намерение. Рост происходит всегда через трудности. Да, и я всегда опыт. понимала, что все так и будет. Поэтому я понимала, что у меня получится. Вот вы сказали, что у вас очень была большая проблема с кожей лица. Ну, так как у нас программа такая специфичная, да, мы говорим про себя, про самореализацию, про вдохновение, про человека. Наверное, очень многие девочки сегодня тоже сталкиваются с этой проблемой. Как вам удалось решить эту проблему? Потому что сегодня, если посмотреть, ты никогда не скажешь, что у вас были такие сложности, да, физического характера и нет последствий практически, да? Как вам удалось? С чего вы начали? Что вы поменяли в жизни? Или все-таки это просто само прошло? Ой, на самом деле я кожу лечила свою 9 лет. То есть... Еще будучи здесь? Да, будучи здесь, у меня, как у обычного подростка, началась проблема с кожей, просто там несколько прыщей. Конечно, все говорили, что это подростковый период, все пройдет обязательно, но года шли, а эта проблема оставалась. У всех моих ровесников, одноклассников, у всех уже прыщи были, они закончились, а у меня все не... они не проходили, их все становилось больше и больше. Я ходила здесь по врачам, все лекарства, которые можно было перепробовать, я попробовала, мне ничего не помогало. В Приднестровье я тоже ходила, думала, может быть, там мне помогут, но нет. И далее я еще и в Кишинев, то есть я везде, где можно было, я уже везде была. В Кишиневе мне даже больше испортили кожу, да, и я переехала, когда в Москву, там тоже во многих местах была. И просто в какой-то момент я поняла, что, я отказывалась от сладкого, отказывалась от мучного, то есть я полностью меняла свое питание, сидела только на кашах, сидела только на овощах, фруктах, то есть я пыталась понять, экспериментировали. Правда, я экспериментировала, я умывалась там только минеральной водой, мне чего только не говорили делать, то есть мне еще прописывали капельницы, уколы в шею какие-то, то есть столько всего, и это для меня вот как-то прям, я себя очень сильно не любила в тот момент, я смотрела на себя в зеркало, я плакала постоянно, я плакала, мама постоянно со мной плакала, вот, а потом, так получилось, что я попала как раз-таки в то место, вот в найм, и там была женщина, нянечка, она говорит, знаешь, у меня тоже есть, была такая проблема, она мне посоветовала лечение, там были некие таблетки, опять же, там у них огромное количество побочных эффектов, я все изучила, да, я перечитала, я сходила в поликлинику к врачу, обследовалась, и мы, приняли решение, что нужно пить эти таблетки, то есть я, можно сказать, сама пришла с этим лечением, сдала анализы, вот, и я 9 месяцев пила эти таблетки, а дальше я сделала еще лазерную шлифовку, которая мне не помогла, никому не советую лазерную шлифовку, оказывается, просто сейчас есть уже более инновационные какие-то технологии, которые решают быстрее проблему. Да. А потом я, можно сказать, за последние 2-3 года я уже работаю с косметологом, мы полностью мое лицо вылечили. То есть путь у меня был прям такой тернистый. То есть вам можно целую книгу писать, как пройти путь от первого прыща до последнего. Да. Поэтому сейчас вот у меня вообще, я не вижу, что у меня прыщи были, я так вообще благодарна. Вы поменяли свой образ жизни, да, свое питание? Нет, на самом деле. То есть я пыталась. Все-таки вопрос был не в питании у вас? Я не знаю конкретно, вот что это Или было, вы переросли, не знаю. и параллельно вот это все происходило, и лечение, плюс все вот это вот?
Да вот комплексе. я правда прям сказать, что вот знаю точное лечение, ну, точную проблему нет, потому что каждый врач говорил разное. Ну, в вашем инстаграм-профиле вы очень часто говорите про женственность, про стили, про одежду. Вы часто рекламируете какую-то одежду, вами подобранные, это очень красиво, очень стильно. Как вы пришли к этой нише, потому что это тоже определенная область, сфера деятельности, да, помимо того, что вы говорите, чем вы занимаетесь, помимо того, что мы видим, что вы красиво поете, любите петь кавказские песни, помимо этого мы видим и красивые стильные образы. Как вы пришли к этому? Ну, в целом, я, как обычная девочка, очень любила всегда там красоваться, всякую одежду, и в школе как-то мы всегда... Ну, у нас в целом не так много магазинов до сих пор есть в Гагаузии, даже в нашем селе, где можно себе выбрать одежду, но я очень любила рыться в мамином гардеробе. Это какие-то, ну, там, какая-то одежда, которая раньше была актуальна, а как мы знаем, мода цикличная, и вот эти вот все брючки, они как-то возвращались в моду, и мне так нравилось все это смотреть, и мамины платья надевала, они мне всегда были как-то как раз, я понимала, что мне это так нравится, то есть я уже с детства плюс-минус понимала, что вот это вот все мне нравится. Потом так получилось, что я попала, когда в колледж, я полностью полюбила черный цвет, спортивный стиль, и я прям была такой пацанкой, у меня были черные волосы, черные ногти, я приехала спустя долгое время домой. Готический такой стиль. Да, то есть я уезжала такой девочкой, и я приезжаю через полгода с черными волосами, в спортивках, черные ногти, и папа такой: ужас. Кто это? Это кто? Верните моего ребенка. Вот так вот примерно и было. И как-то я за собой замечала, что я там семечки могла вот так вот есть, и я прям чувствую, что, ну, я веду себя как парень, но это ненормально. А потом я как раз таки... Я даже не представляю вас вот, сейчас я себя в этом вспоминаю, образе. это вообще другая Нина. И вот как раз таки я смотрела на тот момент, стала смотреть активно блогеров. Мне очень сильно нравилась, ну, блогерша одна. Вот, и как-то мне так нравился ее стиль, так он импонировал, и я начала себе как-то больше подбирать ее образ, там, пиджачки, что-то еще, и как-то со временем я больше перешла в этот стиль, а уже за последние 2 года стала очень много экспериментировать. Есть также, ну, я очень сильно, ну, у меня насмотренность хорошо работает, я часто могу посмотреть много разных образов, потом в магазине на себя подобрать, и вообще очень красиво смотрится. У вас есть чувство вкуса. Да, вот это вот мне очень сильно нравится. До сих пор я вот сейчас приехала домой, я уже там: мама, мне нужна твоя одежда, давай ищу там что-то такое интересное. У меня еще такие пиджачки. Да, на чердаке, в этих коробках, да, в мешках, там столько всего запрятано, что можно целый подиум выстроить, да? Ну, я так понимаю, что вы этим активно занимаетесь сейчас дома. Да. Каковы были основные вызовы вот при переходе из такого маленького населенного пункта, вот такой вот большой город? Какие были самые большие страхи? Страхи, я не знаю почему, вот страха тогда почему-то не было. У меня был такой прям азарт. Вот я понимала, что да, если не получится, я не умру, все будет хорошо. Просто вернитесь да, обратно. я вернусь домой, мне никто не скажет: вот ты плохая, у тебя не получилось, почему бы себя не попробовать? Я всегда хотела большего, хотела жить в городе, у меня получилось, почему бы и нет? То есть я в Приднестровье переехала, вау, мне понравилось, а тут Москва, город возможностей, столько всего интересного, там вообще, и я как-то, у меня была такая эйфория, то есть у меня не было времени особо думать, то есть у меня было время, пока я была там, я думала: ой, мне не нравится, не хочу, не знаю, а тут: Нин, ты едешь в Москву, все, то есть я быстро, я на таком азарте, я ехала, у меня очень быстро переформатировались. Да, вот у меня вообще страха тогда не было. Ну, еще одна, наверное, очень интересная тема у ваших подписчиков, это ваша личная жизнь. Был период, когда вы очень активно ее показывали, да, мы видели вашего жениха, у вас там было все прекрасно, предложение, и в какой-то момент все это распалось. Ну, потом мы уже, то есть, ну, мы, имею в виду подписчики, да, потому что я тоже слежу за вами, и другие люди следят за вами, уже не видим таких подробностей, да, то есть мы уже понимаем, что есть какой-то человек, кто он, это загадочность, конечно, тоже стратегия, это тоже правильно, на мой взгляд, это как один из путей, да. Вопрос: как реагируют ваши подписчики на вашу личную жизнь? То есть они хотят это видеть или они не хотят? Или наоборот, сейчас больше их интересует, а кто он? От кого эти цветы? Да? Кто этот счастливчик? Там, или кто счастливчик, которого он отправляет кучу всего из вкусняшек, да, например?
Ну, на самом деле у меня очень лояльная аудитория, у меня, правда, аудитория моя сильно любит, у нас с ними прям такой коннект, я всем отвечаю, и постоянно я в директе вижу такие вопросы, с самого начала всех это интересовало, они все спрашивали, когда ты нам его покажешь, ну давай еще, ну покажи, я что не скажу, там, сегодня новость, и все пишут, ты его наконец-то покажешь? Нет, я не планирую его показывать, вот, потому что... Я так понимаю, мы его увидим, когда ты привезешь его знакомиться с родителями. Все понятно. Ну, это не точно, может быть, я его показывать не буду. Ну, потому что я приняла то, такой что... инкогнито, да? Да, он человек, который не любит особо там внимания к себе. Он взрослый мужчина, который сказал, что он в целом меня полностью поддержит в моем деле, но сказал, что вот мне не хочется, ну, ему не хочется, чтобы я его показывала, какое-то внимание к себе. И я это приняла, поэтому нет ничего такого. То есть это мой Инстаграм, я чем хочу делиться, я делюсь. Я уважаю полностью его, и если он так решил, я его в этом поддерживаю. Ну вот в первое время, когда я только подписалась на вас, то есть я даже не имела представления, что вы можете быть представительницей нашей национальности, потому что на вашей странице не чувствовалась гагаузскость, да, то есть вот этого гагаузского шарма, да, какой-то гагаузский огонек, он не чувствовал, потому что вы об этом не говорили. То есть вы никогда не акцентировали внимание, что вот я из Молдовы, там, я из тюркского народа, да, выходец. И в какой-то момент вы просто как-то заикнулись, когда мама к вам приехала, как-то вот там вы сказали, что да, там я такая-то, такая-то. Вы это как бы не планомерно скрывали, или вы даже не пытались акцентировать на это внимание? Потому что все-таки, когда вы общались с человеком другой национальности, я думала, что вы на самом деле той же национальности, да? То есть вот вашей идентичности мы не чувствовали, и зрители тоже не чувствовали, ведь у вас есть своя национальность, у вас есть свой генетический код, да, и вы об этом не говорили. Почему вы об этом не говорили? И, может быть, вы от чего-то стеснялись, или просто вы об этом не задумывались? Ну, на самом деле, я как-то всегда, ну, вот, мне кажется, каждый гагауз, он типа, вот я гагауз. У меня всегда такое было, поэтому я всегда, вот где только возможно, там, я всегда говорю, что я гагаузка, и все такие, ого, а что это, а как? То есть я всегда им объясняю, все такие, вау. Ну, то есть у меня прям скрыт, нет, такого никогда не было, я наоборот, ну, я часто довольно-таки показывала, я специально добавляла себе в актуальные сторис, где люди, ну, заходя на мою страничку, могут зайти, посмотреть. Просто так как я не была часто в Гагаузии, то есть я максимально редко приезжала, вот это второй раз, как я за время проживания в Москве, в России, я приехала сюда, и мне хочется еще больше показывать. То есть я приезжала 2 года назад, я все показывала, что вот я тут, я рассказывала все, я специально сохранила, рассказывала, как я ехала, как я приезжала, вот, и часто было такое, что, ну, я что-то выкладывала, то есть там какие-то песни, просто в моем окружении не так много гагаузов, даже там, когда я была, и даже сейчас как-то не так много, я звоню родителям, говорю, говорите со мной на гагаузском, чтобы я не забывала свой язык, специально с подружками разговариваю на гагаузском, просто там не было людей, которые меня прям сильно окружали, вот, с которыми я могла бы об этом поговорить или как-то рассказать, ну вот сейчас, наверное, сейчас вы более известны уже, чем 2 года назад, да, у вас гораздо больше подписчиков, и вы сейчас активно рассказываете, показываете сельскую жизнь, что, например, меня больше вдохновляет, и я прям балдею, когда смотрю вот этот вот сельский вайб, да, мы видим. Какая реакция у вашей аудитории, насколько это интересно, и сейчас поняли ли вы, что вы хотите об этом говорить больше? Ну, на самом деле, я понимала, что я сейчас приеду, и просто моя аудитория будет очень-очень сильно рада. Во-первых, у меня очень много людей, которые подписаны на меня, которые живут в Гагаузии, они прям очень сильно активировались, в целом у меня всегда была такая активная аудитория, но сейчас прям вообще все пишут, боже, хочется еще больше контента, показывай, а те люди, которые живут в городе, им, конечно же, интересно, а каково там в селе, и я сейчас, находясь тут, понимаю, что, боже, здесь столько всего, что можно показывать, просто кто хочет становиться блогерами, становитесь, это правда интересно, потому что все привыкли показывать городской такой контент, где все вылизано классно, но намного интереснее показывать вот это вот. Я вчера буквально приехала с города, была такой красивой, и мама говорит, так, нужно подметать укур. Я такая, у нас теперь новый контент, и я снимаю просто себя, как я там укур подметаю, я завтра буду выкладывать это.
То есть людям это очень сильно нравится, они видели там мой контент, когда я была там, такая вот вся, такая девушка, такая золушка, красивая, и тут приехала, там костюмчики. волосы, я в спортивном костюме, я вообще себя не помню, чтобы я в спортивном костюме за последние несколько лет была, а я в спортивном костюме дома, подметаю кур, там, овцы, меня вчера, кстати, разбудили, чтобы я пошла, там, помогла папе с овцами, боже мой, это правда, это очень интересно, когда я была тут, я этому не придавала значения, а сейчас как-то природа, она какая-то красивая, все вокруг, живность, я вот на все это смотрю, мне хочется показывать все, и людям это нравится. Но вот эта национальность внутри сейчас больше занимает место, да, вот чувство, что вы гагаузка, что вы относитесь к гагаузскому сообществу, что вы показываете вот этот гагаузский вайб, сельский вайб. Вот после этого вы будете это больше демонстрировать, да, вот показывать себя более, идентифицировать как гагаузка, да, и об этом чаще говорить. Ну, очень многие, кстати, просят, расскажите подробнее о гагаузах. Возможно, будет так, что я прям открою эту тему, прям подробно С этого расскажу. дня вы начинаете петь не кавказские песни, а Петковича Ну, я и совмещаю. Очень часто, кстати, мне кажется, все мои зрители знают песню Гагаузия Анна Драгу. Вот, я ее постоянно, у меня дома есть микрофон, я ее там включаю, и очень часто по утрам как раз-таки я себя снимаю с этой песней. Надо расширить. Да, еще мне очень нравится Виталий Манжел, я всех там подсаживаю тоже на эти песенки, то есть вот эти две песенки, они прям, вот, мне кажется, мои подписчики знают, поэтому я когда приезжала специально, я еще раз включила эту песню, вот, возможно, я расскажу об этом, просто довольно-таки часто, наверное, тяжело об этом говорить, потому что я не нахожусь тут, мне, находясь там, в Москве, как-то, возможно, темы какой-то такой, которую можно открыть и рассказывать прям часто о гагаузах, наверное, нет, но периодически, почему бы и да, потому что бывает такое, что я что-то старое выложу, вот знаете, у нас там в теплице, там были помидорки, помните, или там мама мне что-то отправит, я к себе выложу, она, конечно, ругается, Закаточки. не выкладывай ничего, Закаточки. да, она мне Тушеночку. скинет, я выложу, она такая, пожалуйста, не надо, она стесняется очень сильно, а так, ну, я вообще не против, только за, потому что людям интересно, это кто такие гагаузы, или часто я могу выложить там какой-то диалог на гагаузском, и мне начинают другие люди писать, ой, похож на азербайджанский, ой, на турецкий, ой, похож на такой, а расскажите подробнее, то есть я что-то могу рассказать, да. Ну вот цель и мечта, да, то есть вы сейчас развиваете свой блог, да, но я не думаю, что это ваша окончательная цель, да, здесь, наверное, за этим кроется совсем другая картинка, к которой вы стремитесь. Если вы можете поделиться с нами вот этой целью, что дальше, да, вот сегодня вот такая цель, да, сегодня мы развиваемся, вы развиваетесь, показываете, это и какой-то шарм, и какая-то модная одежда, да, может быть, какие-то интересные выступления в виде караоке. Дальше что? Ну, на самом деле, мне очень нравится вести блог, это то, чем я горю. Я всегда понимала, что, наверное, блог прям так активно, как сейчас, я вести не буду. И, ну, хоть мне это и нравится, возможно, просто я прям от такой активности уйду. Но сейчас конкретно у меня прям есть такое, я поняла, осознала относительно недавно, что прям вот моя мечта, это, наверное, это вот мечта вот каждого человека, или даже смысл, это все-таки семья, где ты находишь своего человека, вот именно своего, с которым у вас сходятся ценности, взгляды на жизнь. И раньше я просто не понимала, это же логично, все там вырастут, у них будут семьи, дети, все остальное. Но я совсем недавно поняла, каково это найти именно своего человека, что у вас с ним получилось, чтобы всю жизнь посвятить друг другу, в этой любви, чтобы родились детки. И я поняла, что вот это, наверное, все же на первом месте. Следующий этап — это создание семьи. Ну как бы, да, но параллельно с этим блог, я просто поняла, что это то, что я буду вести, но, наверное, не так активно. И плюс, так как есть, я очень люблю одежду и прочее, у меня всегда намерение было такое, что, возможно, я что-то создам, связанное с одеждой. Я вообще очень сильно люблю свою фамилию Брага, она очень красиво звучит, и я хочу, чтобы об этой фамилии узнало больше людей, и мне хочется как-то, возможно, это будет бренд одежды или магазин какой-то, это было бы прекрасно. Брага, да, и я думаю,
думаю, что это очень круто совмещать с блогом, потому что я и так постоянно одежду показываю, а если я буду показывать одежду своего бренда, плюс аудитория мне доверяет, они знают, как я ответственно отношусь ко всему, как я всегда топлю за честность, как я буду над всем аккуратненько работать, чтобы это сделать идеально. Возможно, это будет не скоро, но если это будет, то это будет вот просто идеально. Да, да. Вот такой вопрос. Очень часто мы видим очень красивую картинку, и это проблема социальных сетей на самом деле, особенно для молодежи, которые пытаются подражать. Они думают, что вот эта картинка это реальность. Да? Мы понимаем, что за этой картинкой может быть совершенно другой подтекст и совершенно другая жизнь. Да? То есть сегодня мы улыбнулись, а может быть за картинкой там насилие в семье. Да? Такое тоже бывает, всякое в жизни бывает. Мы не видим этого. Что вы можете посоветовать молодым людям, особенно в автономии? Они пытаются подражать блогерам, они снимают свой контент, да, они стремятся вот к этой беззаботной, красивой лакшери жизни, да, где все включено, где есть все, вот эти красивые ногти, красивые волосы, красивая одежда, да, беззаботная жизнь. Что вы можете посоветовать молодежи? На самом ли деле это так, или все-таки это иллюзия, это картинка, а реальность, она может быть совершенно другой? Ну, на самом деле, я зачастую, в целом всегда показываю у себя в блоге все как есть. Я просто человек, который, правда, любит порядок, у которого все по полочкам, ничего лишнего, поэтому у меня дома всегда такой порядок, и я в целом это показываю. Вам не скучно в таком порядке? Нет, на самом деле, после съемки видео у меня дома происходит каждый раз хаос, и я не стесняюсь, я это показываю. Да, вы знаете, что вот у меня обычно дома идеально, но я видео снимаю практически каждый день, и у меня просто столько одежды, мне для съемки одного видео просто я там перебираю весь гардероб, я потом показываю вот это вот реальность, вы не думайте, что это так легко взяли, поснимали, все классно, вся одежда как-то сама по полочкам расставилась, нет. Ну, очень часто как раз-таки бывает такое, что люди думают, что правда все настолько идеально, потому что все привыкли к вылизанному контенту. На самом деле не всегда так, да и очень многие блогеры сейчас тоже открывают эту тему, рассказывают о том, как на самом деле у них, что реальность правда, может быть да, другой. реальность другая, потому что всем уже это надоело, людям нравится просто обычная жизнь, поэтому я всегда показываю все так, как есть, поэтому у меня аудитория понимает, что, ну, я хочу плакать, я скажу, вот я хочу плакать, я сегодня поплачу в сторис, я никогда не буду натягивать улыбку, говорить, что у меня все хорошо, я хочу, чтобы люди понимали там хотя бы через меня, что блогеры это обычные такие же люди, как и вы, у них тоже бывают страхи, тоже бывает плохое настроение, у них тоже бывает такое, что ой, нечего снимать, нет вдохновения, есть выгорание, вот у меня было выгорание в декабре, правда, я шла к 100 тысячам подписчиков, и у меня, ну, то есть до конца года была цель 100 тысяч, и у меня к Новому году ровно в эту ночь было 99 тысяч, то есть ровно, и я так выгорела за декабрь, то есть я так шла к этому, и я вышла в сторис, рассказала, знаете, вот я ко всему этому шла, а вот я так сильно в какой-то момент забыла о своем состоянии, что вот я выгорела, я поплакала, я рассказала, я получила еще больше поддержки, чем, наверное, я ожидала, и люди понимают, что, ну, я правда такой же человек, и это не страшно, что где-то у тебя был провал, не у всех все получается с первого раза или идеально, мы правда все люди, и нам свойственно ошибаться. Ну, и такой вопрос, наверное, итоговый, что бы вы посоветовали нашим молодым ребятам, девчонкам, которые хотят вести блоги, но как вы, наверное, что же мне показывать, да, что вы можете посоветовать? Так, я бы хотела посоветовать никогда не откладывать это, никогда не думайте то, что ниша занята, что есть и так много очень блогеров, в целом везде есть много специалистов, но для каждого человека всегда найдется свой зритель, не откладывайте там на покупку нового телефона, вот и вот телефон появится, все сделаю, или в другую квартиру перееду, все получится, нет, просто возьмите здесь и сейчас, хотя бы что-то начните делать, то есть я когда-то услышала фразу, что я не хочу еще один год проживать то же самое, что и было в прошлом году. И я когда эту фразу как-то через себя пропустила, я поняла, что, правда, почему бы сейчас не сделать какие-то шажки, чтобы потом было легче. Лучше сделать хотя бы что-то, чем ничего. Поэтому не ждите какого-то момента, просто прямо сейчас начните. В Гагаузии, тем более, правда, вот я сейчас это на своем примере могу сказать, да, ощущаю, что можно столько всего показывать, и людям будет интересно. А особенно, когда ты живешь в Гагаузии, людям это намного интереснее, у тебя уже потенциально очень много подписчиков,
подписчиков, потому что все живут в Гагаузии, да, и они хотят понимать, а как это все происходит, и они будут за тобой именно смотреть. Я своих 2 подружек уже как бы к этому подготовила, да, настроила, они там уже делают первые шаги к этому, что-то снимают, выкладывают, поэтому я очень даже рада. В общем, на горизонте появятся еще 2 блогера, да. Я поняла. Ниночка, спасибо огромное, что вы сегодня были с нами, что вы нашли время, несмотря на то, что вы хотите больше пообщаться со своими родными, но выделили нам этот час. Я думаю, что сегодня наши зрители получили массу удовольствия от нашей беседы. Спасибо вам удачи во всех ваших желаниях. Даже если вы решите, что вы не хотите больше вести блог, это будет вашим правом, мы будем его уважать. Но пока мы будем наслаждаться вашим пением, вашими стильными образами и, возможно, где-то подбирайте себе какие-то образы в соответствии с вашими предложениями. Спасибо вам и до новых встреч. Спасибо большое, что пригласили, мне было очень-очень приятно и очень комфортно. Мы рады. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. В эфире была программа «Время для себя». Мы поговорили с нашей гостьей, с Ниной Брагой, с блогером со 100 тысяч подписчиками о самореализации, о вдохновении, о поиске гармонии в жизни, о целях, о задачах и, в принципе, о сложностях, которые пришлось пройти молодой девчонке, которая вышла из обычного, простого гагаузского села Казаклия, которая сегодня добилась сама того, что она сегодня имеет. Я надеюсь, что мы сегодня были для вас полезны. Время для себя всегда с вами. До новых встреч!